Сегодня в пещерном храме собора Казанской иконы Божьей Матери не протолкнуться. Сотни прихожан пришли на первую в его стенах божественную литургию в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Ее провели сразу после великого освящения нового храма. Сегодня прошлась по городу, встретила Феофан, и вместе со всеми гражданами мы как-то организованно пришли сюда, в этот храм. Этого события казанцы ждали без малого 5 лет. Общая молитва в праздник Иверской иконы Божьей Матери. Одну из главных святынь православной России воссоздали на историческом фундаменте собора, построенного еще в XVI веке. Для меня это очень радостное событие, это историческое, потому что это действительно такое удивительное место, сюда приезжают со всего мира. В начале 20 века княгиня Елизавета Федоровна предложила здесь поставить иконостас прямо на месте обретения чудотворной иконы. Поэтому этот подземный храм в честь Рождества Богородицы. Это совершенно эксклюзивное явление, когда и память великой княгини, мученицы Елисаветы Иннокении Варвары, и храм, который она создавала, и святые мощи именно этой святой будут присутствовать у нас. Сейчас фрагменты истории, сохранившиеся стены и своды прихожане могут увидеть под стеклом. Руины обнаружили во время раскопок. Все работы и декор в храме полностью завершены. Внутри приглушенное освещение и теплые цвета небесных оттенков. Здесь полностью воссоздан алтарь храма Рождества Богородицы, полностью воссоздан в том виде, в котором было место обретения Казанской иконы. А пока в пещерной части храма идет литургия, в верхней части собора продолжается строительная работа, а вернее самый эстетичный этап. Это художественная роспись, декор и лепнина. Однако в целях безопасности желающим туда заходить пока запрещается. Юлия Муратова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.